Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции, посвященные финансовой грамотности. И следующая наша тема – это семейный бюджет. А бюджет, согласно определению, это план доходов и расходов на определенный период. Мы с вами можем составлять личный и семейный финансовый бюджет. Тот и другой составляют собой основу рационального поведения. Если мы говорим о рациональном поведении, мы предполагаем, что каждый из нас ставит финансовую цель, составляет финансовый план, ищет необходимую информацию, оценивает варианты принятия решений. Следует отметить, что в основе бюджета лежат те активы, которыми мы обладаем или которые мы хотим приобрести. К активам мы относим различные имущества, это может быть, например, автомобили и квартиры, нематериальные активы, доли в уставных капиталах. Конечно же, когда мы говорим об активах, мы должны исходить из того, что наш актив должен быть ликвиден. То есть при необходимости вы можете обменять актив на деньги. То есть если у нас есть квартира и мы хотим ее, например, приобрести, конечно, мы планируем, что через определенный период времени мы ее сможем продать. А владение активом всегда, как правило, сопровождается расходами. То есть если мы приобретаем жилье, то наши расходы – это коммунальные услуги. Также это может быть страхование ответственности за владение автомобилями. Кроме того, мы должны обращать внимание, что наши активы могут обесцениваться из-за устойчивого роста цен на товары и услуги. И мы всегда должны понимать, что, допустим, та же квартира в долгосрочном периоде может потерять в своей цене. А наши пассивы – это те кредиты, которые мы берем, и займы для того, чтобы, например, совершить какие-либо крупные покупки или инвестиции в долгосрочном периоде. Если мы говорим о наших доходах, то в бюджет в части доходов включается вознаграждение за труд, социальные выплаты, пособия, а также это могут быть дополнительные доходы в виде пассивного дохода, либо доходов от предпринимательской деятельности. В данном случае также следует сказать, что трудовые договоры, которые лежат в основе наших заработков, могут быть совершенно разные. Это могут быть срочные или бессрочные трудовые договоры. Система оплаты труда, также и методика расчета заработка, исходя из той системы оплаты труда, которая принята на данный момент и определена в договоре трудовом, также могут быть различными. Необходимо обратить внимание, что Трудовой кодекс, статья 59, четко прописывает основания для заключения срочного трудового договора. Нам важно знать части финансовой грамотности, как рассчитывать заработную плату, какие удержания могут быть из заработной платы, каковы могут быть их размеры. Кроме того, если мы направляемся в отпуск, конечно, нам нужно проверить правильность расчета отпускных, и при работе в выходные и праздничные дни также наш Трудовой кодекс нас защищает в плане правильного расчета и оплаты выходных и праздничных дней. Помимо основного заработка, определенные категории населения в Российской Федерации могут претендовать на социальные выплаты и пособия. На федеральном уровне это выплата материнский капитал, и всем она известна. Это могут быть также региональные выплаты на уровне субъектов Российской Федерации, в том числе региональный семейный капитал при рождении, например, третьего ребенка на территории Республики Коми. И, кроме того, это могут быть выплаты из местного бюджета, например, малоимущим гражданам. Если мы говорим о материнском капитале, то история с материнским капиталом довольно давно введен материнский капитал, и с января 2021 года мы можем получить материнский капитал при рождении за рождение первого ребенка. Его размер установлен на уровне 483 881 рубль 83 копейки за второго ребенка и за третьего и последующего детей. Основаниями являются федеральный закон 256 и 385 федеральные законы. Материнский капитал может быть использован строго на определенные цели в соответствии с действующим законодательством. То есть это может быть улучшение жилищных условий на территории Российской Федерации, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением и усыновлением, начиная с 1 января 2018 года второго ребенка. Материнский капитал, кроме того, можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке, но при этом нужно обратить внимание, что необходимо оформить право собственности на детей и выделить доли каждому ребенку в семье.
Социальные выплаты можно разделить на две категории. Это детские пособия и региональные меры социальной поддержки. К детским пособиям относятся пособие по беременности и родам, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, региональное пособие на ребенка. В нашей республике действуют 55 и 45 республиканские законы, которые определены меры социальной поддержки населения в Республике Коми, а также дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей на территории Республики Коми, в том числе региональный семейный капитал. Социальными выплатами и пособиями никогда не следует пренебрегать и изучать действующее региональное законодательство, поскольку, как правило, меры такой поддержки носят заявительный характер. К части дополнительных доходов каждый из нас может получить пассивный доход и доходы от предпринимательской деятельности. То есть если у нас есть вклады, к нашим пассивным доходам относятся проценты по этим вкладам. Если мы являемся владельцами акций, то это дивиденды. И кроме того, мы можем заработать на курсовой разнице, то есть купили валюту дешевле, продали дороже. А если мы говорим о доходах от предпринимательской деятельности, то в данном случае предполагается, что помимо основной деятельности мы еще, например, открываем небольшое предприятие, допустим, в форме общества с ограниченной ответственностью, либо регистрируемся как индивидуальные предприниматели. И, соответственно, от этой деятельности получаем доходы. Следует обратить внимание, что наше государство сегодня оказывает беспрецедентные, можно сказать, меры поддержки для развития малого и среднего предпринимательства. И мы можем дополнительную информацию по поддержке малого и среднего предпринимательства в части консультативной поддержки, имущественной поддержки, финансовой поддержки посмотреть на сайтах корпорации поддержки малого и среднего предпринимательства, портала бизнес-навигатора, а также, кроме того, через сайт госуслуг также доступна информация о бизнесе, о предпринимательстве и некоммерческих организациях. Далее перейдем к нашим расходам. То есть, собственно говоря, наши доходы нужны как раз для того, чтобы покрывать наши расходы, удовлетворять все наши потребности, которые возникают. И понятно, что со временем наших потребностей становится все больше и больше. Наши базовые потребности – это питание, это потребность в одежде, это траты на лечение и образование. Кроме того, мы расходуем средства на культурные потребности. И если мы берем кредиты, то к расходам относятся наши процентные ставки по кредитам, страховые платежи, а также те налоги, которые связаны с владением теми или иными активами. И, кроме того, это коммунальные услуги. У каждой, конечно, семьи может быть различная структура расходов, но в данном случае мы говорим о базовых, как правило, чаще всего встречающихся элементах расходов. Если мы обсуждаем, как нам балансировать доходы и расходы, мы в предыдущей лекции сказали о том, что нужно тратить меньше, чем зарабатываем, и в итоге для того, чтобы приходить к некоторому балансу доходов и расходов. Очень много есть концепций относительно того, сколько надо процентов от наших доходов сберегать. Ориентировочно это около 10% создавать резерв на непредвиденные обстоятельства и, допустим, планировать наши резервы, исходя из того, что мы, например, в течение определенного периода просто не сможем работать. Это может быть, допустим, 6 месяцев, это может быть, например, год. Если мы ставим себе какую-то определенную цель, допустим, приобрести квартиру или автомобиль, мы исходим из того, что нам нужен финансовый план, и у нас есть определенная финансовая цель. Если мы разрабатываем такой финансовый план на будущее, то мы с помощью этого финансового плана можем спланировать и рационально сформировать нашу структуру потребления в будущем и спланировать наши этапы работы по продвижению к нашей цели, по достижению нашей цели, обдумать, каким образом лучше поступить для того, чтобы, например, приобрести квартиру. И в итоге, конечно же, наше грамотное финансовое планирование позволяет нам достичь определенной финансовой цели. С помощью финансового плана мы четко можем дать ответ на поставленные вопросы относительно того, будет ли возможность в принципе у нас накопить за определенный срок, например, на покупку квартиры.
как изменятся наши расходы, если придется оплачивать кредит. При этом, конечно, если мы говорим о семье, то нужно учесть интересы каждого члена семьи и потребности каждого из членов семьи, что накладывает определенный отпечаток на сроки достижения финансовой цели, вообще на масштабы, можно сказать, этой финансовой цели. И далее уже строгое соблюдение каждым членом семьи разработанного финансового плана позволит достичь тех задач, которые мы перед собой ставим. Конечно, в нашем финансовом плане мы должны предусмотреть определенные обязательные расходы относительно питания, относительно, например, образования, относительно коммунальных услуг, посмотреть, каким образом можно оптимально распределить, может быть, определенные суммы, разместить на вкладах. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств застраховать наши риски. И в данном случае, кроме того, мы, например, можем спланировать оптимальное соотношение между кредитами и вкладами, которые будут у нас в семье. Следует обратить внимание, что, конечно же, наши финансовые цели зависят от жизненного цикла человека. И именно эти обстоятельства мы, конечно же, учитываем при финансовом планировании и при постановке наших финансовых целей. У нас, соответственно, масштабы наших финансовых целей, наши потребности разные. В период детства, например, в юности, период создания молодой семьи, в зрелом возрасте и, конечно же, ситуация несколько меняется в пожилом возрасте. И если мы говорим, например, о семье, конечно же, особенности каждого возраста необходимо учитывать. То есть, если у нас есть ребенок, мы, допустим, старшего школьного возраста, конечно, в приоритете должно быть траты на образование этого ребенка. А если это молодая семья, то, конечно, здесь речь идет о том, что нужно приобрести квартиру, жилье и начать жить самостоятельно. И на этой стадии, конечно, нужно обратить внимание на те меры социальной поддержки, которые может получить молодая семья, например, в том числе и на покупку квартиры. Про это не нужно забывать в зависимости от того, где вы можете работать. А в зрелом возрасте это, например, уже расширение жилплощади, переезд в другой регион, допустим. А пожилой возраст – это больше уже, конечно, удовлетворение потребностей каких-то в туризме, например, более комфортном проживании и питании и так далее. У нас есть, конечно же, расходы, которые мы планируем в нашем бюджете, которые могут привести к доходам. То есть, если мы раскладываем наш бюджет по расходам на составные части, да, то есть мы можем выделить те расходы, которые не ведут к доходам. Это, как правило, питание и коммунальные услуги. А в часть расходов, допустим, приобретение определенных финансовых продуктов, вложения, например, в недвижимость, могут привести к определенным доходам. То есть приобретаемую квартиру мы можем сдать в аренду, например. Но на что здесь обращаем внимание? Каждое из этих вложений в финансовые продукты, которые потенциально могут привести к определенным доходам, конечно же, сопровождаются рисками. Финансовых рисков очень много. Они могут быть связаны и с обесценением, о котором мы говорили. Это могут быть процентные риски, это могут быть риски ликвидности. Все эти риски нужно, конечно же, учитывать, когда мы принимаем решение о будущем вложении. В то же время следует сказать, что полностью избежать риска в принципе невозможно. Да? То есть полностью избежать риска можно только в том случае, если мы не будем ничего делать. Но если мы не будем ничего делать, мы, соответственно, может быть, и не достигнем того уровня благосостояния, которое мы хотели бы достичь. Как мы составляем на практике финансовый план? Конечно же, все начинается с учета доходов и расходов. То есть мы можем использовать различные программные продукты, различные приложения для того, чтобы вести учет доходов и расходов. Кроме того, сейчас в личных кабинетах в банках мы можем найти сервисы, которые позволяют нам увидеть структуру нашего потребления, структуру наших покупок. Далее мы должны проанализировать доходы и расходы. То есть мы должны посмотреть, сколько мы ежемесячно, например, платим на питание, какую долю продукты питания составляет в общем бюджете семьи и, может быть, сэкономить именно на продуктах питания.
Далее мы формулируем нашу финансовую цель, то есть мы должны четко понимать, что мы хотим. Допустим, мы хотим купить автомобиль дорогостоящий, мы хотим купить квартиру, мы хотим накопить на образование нашего ребенка, например, в Москве или Санкт-Петербурге. И далее, после этого, мы планируем наши доходы и расходы, и в процессе постоянно нужно обращаться к этому финансовому плану, поскольку это необходимо с точки зрения его корректировки, и кроме того, с точки зрения, собственно говоря, мотивации, и просто не забыть о том, что мы напланировали и чего хотим достичь через определенный период времени. Поскольку у нас есть цели, допустим, приобретения квартиры, которые невозможно сделать за один день, и формирование этой финансовой цели, ее достижение занимает достаточно длительный период времени. В целом можем дать следующие рекомендации по личному финансовому планированию. То есть нужно составлять реалистичные цели, определить сроки, не откладывать слишком большие суммы. То есть здесь тоже важный момент. С одной стороны, мы должны что-то сберегать, да, на уровне 10%, например, от доходов, но в то же время это не должны быть слишком большие суммы. С чем это связано? С тем, что все-таки инфляция у нас есть, и несмотря на то, что Банк России контролирует уровень инфляции, ставит цель по инфляции, тем не менее наши сбережения все-таки обесцениваются. Кроме того, если у нас есть масштабная цель, мы должны ее разбить на определенные этапы. Доходы, как только мы их получаем, мы должны их сразу же распределять. То есть мы получили зарплату, мы сразу же должны, допустим, распределить, на какие цели и спланировать мы будем эту заработную плату расходовать. И кроме того, если у нас есть различные выгодные приложения по вкладам, мы, соответственно, нужно сразу же переводить эти деньги на те вклады, которые обеспечат достаточно хорошие процентные доходы. Тем более, что сейчас предложений по вкладам достаточно много. Далее, если мы планируем инвестировать, то, конечно, доходность каждого инструмента необходимо оценить. Это касается и акций, это касается и инвестиций в покупку валюты. Кроме того, необходимо регулярно анализировать свое финансовое положение. То есть, например, в конце месяца нужно посмотреть, сколько мы заработали, сколько мы израсходовали. Может быть, где-то нужно, допустим, сэкономить в плане расходов, где-то, может быть, можно еще посмотреть доходы. Вот, конечно, у нас есть, например, остатки с предыдущих периодов времени, которые покрывают наши расходы в текущем периоде, и нет проблемы, если у нас идет, например, в каком-то месяце, например, в январе у нас больше расходов, нежели доходов. Но это не должно входить в систему, то есть всегда мы должны стремиться к тому, чтобы доходы у нас превышали нашу расходную составляющую. И, как мы уже говорили неоднократно, необходимо регулярно обращаться к плану и помнить о тех целях, которые мы перед собой составили. В интернете очень много полезных ресурсов, касающихся финансовой грамотности, касающихся планирования семейного бюджета, например, Финкульт-Инфо и тот же самый Госуслуги, сайт Госуслуг. И что касается приложений для семейного планирования, составления личного бюджета, как я уже сказала, у нас есть сервисы по планированию финансов, специально разработаны мобильные приложения. Но если мы не хотим ими пользоваться, то можно обратиться просто к приложению Excel и разработать достаточно простую таблицу с доходами и расходами и сводить баланс ежемесячно. На этом все. Наша лекция подготовлена с использованием материалов Университета Банка России и справочно-правовой системы «Консультант Плюс».